Друзья, коллеги дорогие, хотя период пандемии в стране пока не завершен, но, коль экзаменов сезон закончился, причины нет нам сей откладывать совет, торжественный и выпускной. Не мы, естественно, виной, что он проходит виртуально. Все остальное же реально произойдет примерно так, как и задумал наш медфак. Assalamu alaikum, qadrli xalqim amandı. Qo'limizni olib qo'limada yeylik bayram salamdı. Çoğulgan gülüm gülcedi, oğul kızları barandı. Aytып keldi sır qo'limda, ayıltırgan adamdı. Yüreğimden ukka duralgan, ulu bir jolдун kulağın. Ustadlar var bilimge de şakirtlerini sugargan. Doktorları medfaktın, turmuşta dalay sınalgan. Ağıştep berip çalıkpayda, yerinin dalay sınalgan. Sizlerдей bizler болсақ дейм, ойлаған ойын құралған. Гиппократтың антына да дайыма деген құралған. Добрый день, многоуважаемые члены Совета, Дорогие друзья, долгожданные гости, любимые педагоги, Героические выпускники, клинические ординаторы и ваши родители. Немало встреч прошло за эти годы. и даже вирус, принеся невзгоды, не смог нарушить жизнь Медфакультета, которому, как всем известно, это исполнился 26-й уж год. и нынешний совет «Врачебный исход». Весь посвящен без выспренных речей очередному выпуску врачей Лечебников. И не забыть тех кадров. 12-му славных педиатров. а равно стоматологов. Все рады явлению всей классической триады. которая сегодня состоялась. Кого же еще упомянуть осталось? Конечно, уважаемых клинордов, Что заслужили статус, скажем гордо. врачей и Кыргызстана, и России. вас, кто на связи, мы бы попросили сердечно, от души поздравить тех, Кому по счастью выпал сей успех. Мы просим подключиться и показать себя. Виновников сегодняшнего торжества. 21 выпуск врачей-лечебников. 12-е выпуски врачей-педиатров и стоматологов, А также 19-й клинических ординаторов медицинского факультета КФСУ. Дух Гиппократа. Образ Авиценны. Сегодня с нами и без всякой сцены. задав всему совету верный вектор, Пускай его откроют Уза-ректор. а с ним декан. и также главы кафедр. что с нами здесь присутствуют. Итак, позвольте поприветствовать ректора КРСУ, академика Нантурбесана, профессора Нефадиева Владимира Ивановича, Руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике, кандидата экономических наук Нефедова Виктора Леонидовича. Статс-секретаря Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Шадыханова Талыса Токтосуновича. заместителя министра образования и науки Кыргызской Республики Оморова Нурлана Кубатовича, Председателя КОМС при правительстве Кыргызской Республики Боромбаеву Эльнуру Кочконовну, председателя ЦК профсоюза работников образования и науки Тактагулова Асылбека Тактагуловича, Председателя ЦК профсоюза работников здравоохранения Саалиева Накена Саалиевича. Председателя Государственной комиссии по аттестации выпускников специальности лечебное дело, главного врача городской клинической больницы номер 1, доктора медицинских наук, профессора Бошкоева Джисупа Бейши-Кадыровича. председателя ГАК по специальности педиатрия, проректора Международной высшей школы медицины МУК, доктора медицинских наук,
профессора Алексеева Владимира Петровича, председателя ГАК по специальности стоматология, доцента кафедры челюстно-лицевой хирургии Кыргызской государственной медицинской академии имени Афакбаева, доктора медицинских наук Шаяхметова Давлюшу Белековича и декана медфакультета профессора Зарифьяна Анеса Гургеновича. Слово для открытия торжественного интернет-заседания предоставляется ректору университета Владимиру Ивановичу Нефадьеву. Уважаемый Анес Гургенович, час назад я подписал приказы об окончании вашими питомцами медфакультета. И от всей души поздравляю вас, ваш коллектив, а особенно выпускников, замечательным для них событием в жизни. Поздравляю их родителей. Вы стали специалистами, стали врачами. В эти трудные времена специальность врач стала очень востребована на всем земном шаре. И пожелание мое вам, чтобы вы были здоровы, счастливы, чтобы народ гордился вами, и вы всегда приходили ему на помощь. Отряды, председатель государственных аттестационных комиссий. Первое слово имеет Бошкоев Жсуп Бешхадырович. Глубоко уважаемые коллеги, участники этого онлайн-торжественного заседания, дорогие выпускники, благодарю ректорат Кыргызско-Российско-Славянского университета за оказанную нам высокую честь участвовать в аттестации 21-го выпуска врачей-лечебников. В состав нашей комиссии входило 34 специалиста, известные деятели медицины. Несмотря что этот год был нестандартным, сложным, профессоро-преподавательский состав быстро перестроили, создали на базе КРСУ онлайн-обучение и онлайн-экзамен. Деканат факультета серьезно подготовился к первому итоговому междисциплинарному экзамену, проведенному в онлайн-режиме, четко организовал процесс. Выпускники же достойно справились с данным испытанием. Ответы некоторых студентов были настолько яркими, что комиссия отметила их высшим знаком оценка «отлично» с отличием. Такие оценки заслужили Тахтосунов Толюгон, Калышкина Яна, Салиева Эвелина, Нарматов Рустам, Рахимова Фарида. По итогу аттестационных испытаний комиссия постановила считать успешно сдавшим выпускные экзамены и заслуживающим присвоения квалификации врача-специалиста по лечебному делу 258 выпускников, в том числе выдать диплом с отличием 39 из них. Таким образом, нам остается поздравить ректорат Кыргызско-Российско-Славянского университета, студенчество, деканат и прекрасный коллектив медицинского факультета достойным завершением очередного 6-летнего этапа. Счастья вам и удачи! Следующим доложит о результатах экзаменов председатель ГАК по педиатрии Алексеев Владимир Петрович. Дорогие выпускники Кыргызско-Российского Славянского университета, я был председателем комиссии ГАК педиатрического факультета и очень рад, что все вы сдали успешно государственный экзамен. В это тяжелое в настоящее время, с которое связано с эпидемией коронавируса, вы смогли подготовиться к сдаче государственного экзамена. И очень приятно, что среди вас 54 человека получили отличные результаты, 77 человек получили хорошие оценки, и только 8 человек сдали экзамен на удовлетворительно. Наилучшие ответы на экзаменах продемонстрировали Степашкин Роман, Михальская Полина, Усенова Азира, Канакбаева Зарылай. В итоге из 139 выпускников 28 удостоены красных дипломов. Еще раз поздравляю вас с успешной сдачей. Желаю вам в дальнейшем
пройти последипломное обучение и стать очень хорошими врачами. И успехов вам на вашем трудовом поприще. Спасибо. С кратким отчетом выступает председатель стоматологической ГАК Шахметов Давлетша Белекович. Добрый день, уважаемые коллеги. В принципе, я могу повторить все, что сказал профессор Алексеев, применительно и к стоматологии. Она тоже относится к молодым. Это ее 12-й выпуск. И он нас не разочаровал. Выпускники стоматологии сдавали общий междисциплинарный экзамен, включающий в себя все разделы стоматологии: терапевтическую, ортопедическую, хирургическую и детскую. Выпускники выполнили 3 этапа испытаний: тестирование, проверку выполнения мануальных навыков и собеседование. При этом были получены следующие оценки. 77 выпускников сдали экзамен на отлично, 140 хорошо, и 22 выпускника получили удовлетворительные оценки. В результате 16 выпускникам комиссия постановила выдать дипломы с отличием. Так что, образно говоря, большинство стоматологов, славян, доказали, что у них давно уже прорезались зубы мудрости. Следующий экзамен у вас будет принимать жизнь. И я думаю, что вы их сдадите успешно. Доброго пути вам, молодые коллеги. Так держать. Рахмат огромный главам ГАК. В подарок им, да будет так. Пусть прозвучит на весь наш той. Любимый всеми марш Батой в исполнении ансамбля камузистов медфакультета. Пускай озвучит ректорский приказ. Так это и положено, декан. Известный вам профессор Зарифьян. Достой. Хоть и мешают всем зараза, в моих руках 3 ректорских приказа о выпусках 3 ваших специальностей. Но мы сегодня, в силу виртуальности ученого совета, вот тена, сейчас представим те лишь имена, что заслужили красные дипломы. Надеюсь, с ними вы давно
знакомы. гиппократовской традиции Врачи должны не только амуницией, своей белейшей формой отличаться, но и уметь на беды отзываться, всем страждущим и немощным служить, светя другим сгорать, достойно жить, нередко даже жертвуя собой. Кто связан с сей профессией святой, тот принимает сам, не сгоряча, текст клятвы. Пусть же клятвою врача сегодняшнее действо осветится. Не отходя от принятых традиций, пусть прозвучит она сегодня снова на языках Манаса и Мудрого. Почетное право зачтения клятвы врача Кыргызской республики предоставляется врачу-лечебнику Эльмурат Кызы Уджан, врачу-педиатру Сеновой Азире и врачу-стоматологу Кришневу Роману. Өзім таңдап алған кесібім, врачтық намды жатып, бұл бағытта өз милдетімді дерен сезу менен салтанаттуу ант беремин. Ант беремин. Бүткүл билимимди жана күчүмдү элибиздин ден соолугун сактоого жана чыңдоого ант беремин. Ант беремин. Алымдын жана билимимдин, тажрыйбамдын жетишинче бейтаптын илдетин жеңилдетүүгө ант беремин. Ант беремин. Бейтаптардын улутуна, социалдык жагдайына, саясий жана диндик көз карашына карабастан, алардын адамгерчилик касиетин бийик тутуу менен бирге тезинен медициналык жардам көрсөтүүгө ант беремин. Ант беремин. Бейтаптын абалын ишин ичин кыянат пайдаланбоого, сырын эч кимге ачпоого ант беремин. Ант беремин. врачтык кесибимдин адеп ахластык талаптарын сактап, врач деген жогорку наамды булгабоого ант беремин. Ант беремин. Учурдагы медициналык илимдин жетишкендигине таянып, өзүмдүн билимимди жана тажрыйбамды такай өркүндөтүп турууга ант беремин. Ант беремин. Бейтаптардын кызыкчылыгында кесиптештерим менен кенешүүгө жана кеңеш берүүгө даяр болууга ант беремин. Ант беремин. Гиппократтын антын жана Улукман атанын осуяттарын ыйык сактоого ант беремин. Ант беремин. Устаттарымдын жана элимдин алдында өзүмдүн кесиптик жана атуулдук милдетимди бийик тутууга, өмүрүмдүн акырына чейин акыл оюмду, ар ишимди таза кармоого ант беремин. Ант беремин. Почетное право зачтения клятвы врача Российской Федерации предоставляется Врачу-лечебнику Гейберу Вадиму, врачу-педиатру Степашкину Роману и врачу-стоматологу Сазоновой Евгении. получая высокое звание врача перед лицом своих учителей и коллег по профессии, торжественно клянусь честно служить великому делу врачевания, посвятить все знания и умения охране и улучшению здоровья населения, Лечению и предупреждению заболеваний. клянусь. при осуществлении врачебной деятельности неукоснительно соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, Проявлять абсолютное уважение к жизни и здоровью гражданина, Его правам, чести и достоинству, хранить врачебную тайну. клянусь.
Клянусь действовать исключительно в интересах пациента, независимо от его возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, социального положения и политической ориентации. Оказывать медицинскую помощь с одинаковым терпением и старанием в меру знаний, умений и имеющихся в моем распоряжении лечебных и диагностических средств. Облегчать всеми доступными средствами страдания пациента до последней минуты его жизни, но никогда не давать смертельного средства и не указывать пути ухода из жизни. Клянусь! Клянусь обращаться при необходимости за советом и помощью к более опытным коллегам, не чинить препятствий пациенту для лечения у другого врача. Клянусь! Клянусь постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, изучать медицинскую науку и способствовать ее процветанию. Беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины. Хранить благодарность и уважение к тем, кто научил меня врачебному искусству. Доброжелательно относиться к своим коллегам. Никогда не отказывать им в помощи и совете. Быть справедливым и требовательным к своим ученикам, способствовать их творческому росту. Клянусь! Теперь вы полноправные врачи. Дипломы ж все мы вскоре вам вручим. Ну а сегодня, как протуберанец, пускай сверкнет для вас ритмичный танец в исполнении воспитанников большого друга нашего факультета, образцового детского театра «Таберик». Друзья, ваш выпуск исторический, коль не сказать эпидемический, что выпал на суровый год, заслуживает в свой черед немало самых добрых слов. Что ж, с удовольствием готов, в день лучший сохраняя веру, то слово дать вице-премьеру Кыргызской республики госпоже Исмаиловой Аиде Джекшенбаевне. Уважаемый Владимир Иванович, Анес Гургенович, участники и гости этого высокого интернет-совета. В период своих депутатских полномочий и в качестве вице-премьер-министра я много времени уделяю сфере здравоохранения и, в частности, вопросам реформы высшего медицинского образования. Для меня не секрет, как героически выпускники медицинских вузов справляются в этом году, непростом году, со своими сложными задачами. Блестящим примером тому служит медицинский факультет КРСУ, который вот уже 26 лет является совместной образовательной площадкой, на которой по российским государственным стандартам с обязательным учетом кыргызских требований готовят современных медиков, которые получают на каждом этапе своего образования по 2 государственных документа – России и Кыргызстана. Этот год, как известно, является не только годом пандемии. Он связан с 75-летним юбилеем Великой Победы. И кроме того, он объявлен главами наших государств перекрестным для Кыргызстана и России.
Поэтому и выпуск ваш можно считать особенным, символическим. Примите же поздравления от правительства Кыргызстана и самые добрые пожелания. Успехов вам на благородном врачебном поприще. Ну а теперь нас поздравляют други. Центр русского образования, культуры и науки в Бишкеке. Слово имеет глава представительства Россотрудничества в Кыргызстане Нефедов Виктор Леонидович. Дорогие друзья, я бы хотел от имени посольства Российской Федерации, от имени Россотрудничества, с которым медицинский факультет давно и плодотворно работает, поздравить всех выпускников с этим знаменательным событием. Мы очень плодотворно работали и будем работать. В этом году мы провели очень интересную конференцию, посвященную двум русским великим ученым Сеченову и Павлову. И настолько плодотворно, что мы вот даже в этом году направляем выпускников медицинского факультета для дальнейшего прохождения учебы в российских вузах, для более высокого уровня получения знаний. Таких претендентов у нас 8 человек. Я хочу это подчеркнуть особо, что медики и Кыргызстана, и медики России продемонстрировали, что в условиях эпидемии коронавируса все могут отмобилизоваться. Я всех поздравляю с выпуском и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Хоть факультет и невелик, приятно, что в подобный миг Родное Минобразование почтило нас своим вниманием. от лица Министерства образования и науки Кыргызской Республики слово имеет заместитель министра Оморов Нурлан Кубатович. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я очень рад, что была предоставлена такая возможность принять участие на ученом совете именно в таком формате, удаленно, можно сказать, в онлайн-формате, в таком виртуальном формате. Я могу многое, очень многое сказать о медицинском факультете Кыргызско-Российского славянского университета, так как в свое время я тесно работала в рамках прохождения, можно сказать, независимой аккредитации. Проведя аккредитационную экспертизу, как эксперт, я знаю очень хорошую инфраструктуру, очень хороший потенциал профессорско-преподавательского состава. Также в рамках той работы мне приходилось непосредственно общаться с самими студентами медицинского факультета, которые, конечно, там однозначно продемонстрировали уровень знания, уровень тех навыков, которые они приобрели. Также хотел бы отметить, что образовательная деятельность медицинского факультета проставлена на таком уровне, что у каждого студента есть такой высокий уровень, можно сказать, мотивации к получению новых знаний, обучения. И вот в этой связи у меня такое очень хорошее мнение. Я верю, что медицинское образование будет развиваться в вашем факультете и непосредственно делать свой вклад в развитие сектора здравоохранения не только нашей страны, так и других стран. Позвольте же поздравить вас всех от лица Министерства образования и сообщить, что приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики в честь данного события ведомственных наград удостоены следующие сотрудники медицинского факультета Кыргызско-Российского славянского университета. Всем докторам медфакультетским слава! от имени Кыргызского Минздрава вас приветствует статс-секретарь Шадыханов Калыс Токтосунович. Дорогие друзья, доля медиков такова, что они в равной мере относятся и к образованию, и к сфере здравоохранения. Мы тесно сегодня сотрудничаем по всем вопросам. В данный эпидемический период не раз опирались на кадры именно наших уважаемых корифеев
медицины, специалистов и клинических ординаторов Кыргызского славянского университета. Позвольте поблагодарить вас за данную помощь и поздравить с выпуском. И всем пожелать, самое главное, здоровья и в будущем успехов в вашей личной жизни и в будущем вашей работе. Ну а теперь медфакультет славянский. Нас поздравляет фонд республиканский. Уважаемые выпускники, от имени Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики и от своего имени искренне поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни – окончанием медицинского вуза. Сегодня вы вплотную приблизились к реализации своей мечты. Вы стали врачами и получили эту благородную профессию в одном из лучших медицинских вузов страны. Годы, проведенные в вузе, и полученный багаж знаний – гарантия того, что как профессионал вы будете соответствовать медицинским требованиям 21 века. Без сомнения, учиться в медицинском вузе нелегко, но вы успевали многое. Сдавать зачеты и экзамены, активно участвовать в общественной и студенческой жизни, заниматься спортом. Многие из вас наверняка достигли определенных успехов в научно-исследовательской деятельности. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто прошел этот путь вместе с вами, дорогие выпускники, в том числе всему преподавательскому составу, который использовал весь свой опыт, мастерство и знания для того, чтобы вы стали высококвалифицированными специалистами на благо нашей же страны. Уверена, где вы бы и ни трудились, знания, полученные за годы обучения в вузе, будут залогом того, что на любом посту вас будет отличать глубокий профессионализм. Помните, мы всегда открыты для сотрудничества с вами. Дорогие выпускники, от всего сердца желаю пронести интерес к профессии через всю жизнь, достичь больших профессиональных успехов. Удачи вам! Счастья, благополучия, здоровья и реализации поставленных задач. Разбавить процедуру награждения Хотелось бы подъемом настроения. что и осуществить сейчас готов Наш друг, экономист Роман Чеснов. Уважаемые выпускники медицинского факультета, сегодня мне выпала большая честь от имени экономического факультета поздравить вас с выпуском. В свете последних событий мы можем лишний раз убедиться в том, что медицина – это залог нашего здоровья и нашей спокойной жизни. Поэтому позвольте от всей души пожелать вам всегда отличнейшего настроения, удачи во всех ваших делах, поддержки со стороны близких и коллег, а также достойной оценки вашего труда. И хотелось бы исполнить вам веселую поздравительную песню. Bayram bugün toy dep ушул жайкы gününde gül desteler kolgo karmap geldik senin үйüne bir sen üçün dostlar geldi жабырашып жайнашып кут болсун деп куттук айтып окууну бүтүргөн күнүнө кут болсун деп куттук айтып окууну бүтүргөн күнүнө кут болсун окууну бүтүргөн күнүн куттук
Kutluktap seni, geldik biz bugün. Kutbolsun okunu, bütün günün. Kutluktap seni, geldik biz bugün. Oba! Крепки профессии врачебные узы. Не в стороне от нас и профсоюзы. Вас поздравляет руководитель аппарата ЦК, работников образования и науки Афанасьева Ирина Петровна. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Центрального комитета профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики и лично от его председателя Токтагулова Асылбека Токтагуловича поздравляю вас с очередным выпуском врачей. Поздравляю весь профессорско-преподавательский состав, ветеранов, студентов, аспирантов. Пусть этот выпуск станет еще одним импульсом вперед на пути исполнения всех задуманных планов и проектов вашего вуза. Пусть каждый день, проведенный в университете, оставит вам массу ярких эмоций. Желаю всем доброго здоровья, целеустремленности, прекрасного настроения и верной удачи. Всего доброго вам. С удовольствием передаю грамоты профсоюза для вручения вашим педагогам. Никогда не обделяет нас своим вниманием в этот день И профсоюз медицинских работников. слово имеет его председатель Саалиев Накен Саалиевич. Уважаемые и дорогие наши выпускники, стало традицией проводить выпускные мероприятия в честь вашего окончания. Вы сегодня заканчиваете медицинский факультет Кыргызско-Российско-Славянского университета. Выпускники медицинского факультета работают не только в Кыргызстане, в ближнем и дальнем зарубежье. Я думаю, что выпускники нынешнего года 2020 продолжат славные традиции медицинского факультета и приложат все усилия во благо здоровья населения. Добрый путь, дорогие мои коллеги! В период эпидемии вот этой Сотрудники Клинорды факультета участвовали смело, непреклонно в борьбе с ковид. бывали в красных зонах, Дежурили не раз на блокпостах. просили вас на этих именах, Хотя бы немного задержаться взглядом. да и поздравить ныне тех, кто рядом Кто проявил с врачами солидарность, и заслужил большую благодарность. приказом ректора университета она объявлена следующим преподавателем и клинордом. На факультете нашем много Великолепных педагогов, но есть и ряд выпускников, достойных самых теплых слов, которым мы вручить здесь рады. и ректоратские награды. Почетными грамотами ректората награждены самые инициативные представители этого выпуска. И, наконец, еще одна награда. Какое сообщить особо надо? Общественный фонд имени академика Исаака Ноевича Ахумбаева «Дарующий жизнь» присудил именную стипендию молодому коллеге, имя которого мы сейчас услышим. Памятную статуэтку и стипендию в 10 тысяч сомов вручают дочь легендарного академика.
профессор Нелли Исаевна Афункаева. Исполнительный директор фонда, заместитель главврача Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, доцент Умиталиев Тилек Маратович. Дорогие выпускники, поздравляю вас. Вот и незаметно прошли 6 лет, и вы становитесь профессионалами. Очень прошу вас достойно и с уважением отнестись к этому слову «профессионалы». Ваше окончание пришлось на очень сложное время, трудный период, не только в нашей стране, но и во всем мире. Будьте достойны и примите этот вызов, понимая всю ответственность, этическую ответственность, которая легла на вас в это трудное время. А я, как мать, как учитель, желаю вам всего самого доброго и светлого в вашем пути. Всего вам хорошего. Спасибо вам. В 2020 году стипендией фонда награждается Рахимова Фарида за отличную учебу и успехи в научно-исследовательской работе. Дорогая Фарида, мы вручаем вам диплом, денежную премию и, конечно, нашу замечательную стеллу. Творческих вам успехов, крепкого здоровья, низкий поклон вашим родителям и учителям. Билим алып жогорку окуу жайдан чоң кесиптер калап баратышат. Мына эртең чоң жолго аттанышат. Ак халатчан бүгүнкү бүтүрүүчү. Урматтуу кыргыз орус, славян жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөрү. Эмгек жолуңар ийгиликтүү, жолуңар шыдыр болсун. Мы центр Шаир Балалык, тесно дружащий с медфакультетом. Дарим эти строки и танец выпускникам клинической ординатуры КРСУ, заслужившим христианские врачебные сертификаты. Заботливые руки и белые халаты. В любое время суток врачи спешат куда-то. И взрослые, и дети прекрасно понимают, профессии на свете важнее не бывает. Себя посвятить медицине все вы решили когда-то. По этой самой причине дали клятву вы Гиппократа. Чтобы были все здоровы, всех врачей свистаков, КСУ нам дарит новых каждый год выпускников. Кто-то станет окулистом, долг свой будет исполнять. Кто-то может быть дантистом, зуб лечить, протез вставлять. Или даже педиатром рот заставит нас открыть. Может даже психиатром от нервозности лечить. Диплом сегодня получаешь, теперь ты, доктор, что сказать, теперь с гордостью желаю нести вперед свой факел, врач. Пускай профессии раскроют все знания и весь талант. И засверкать тебе желаю, как яркий ценный бриллиант. Достойными будьте врачами, здоровье, вот ваш ориентир. Добрыми только делами наполняйте всегда этот мир. Неси здоровье и исцеление, врачуй и души, и тела. Пусть в сердце хватит сил и рвения, огня, задора и тепла. Пусть добро к вам сторится вернется. Будьте счастливы, будьте богаты, и пусть в жизни вам все удается, и достойной пусть будет зарплата. С окончанием вуза выпускники медицинского факультета. Наш вуз – сын Кыргызстана и
И мы не случайно пригласили в честь давнего единства своего Сюда, на это наше торжество. больших светил российской медицины. и нашей, ибо медики едины. Врачи живут, как прежде, без границ. Послушаем же всем известных лиц. Вас поздравляет и приветствует знаменитый кыргызский нейрохирург, герой Кыргызской республики, академик Мамытов Металлим Мамытович. Şu okup çıkıp atқан врачтарыбызды абдан чоң ийгиликтер менен куттуктаймын. Келечекте жакшынакай врачтар болсун. Жакшы врач болуш үчүн көп билиш керек, көп окуш керек. Бул окуп чыкканы, бир диплом алган бул бир эле кадам, кийинки негиз кадамдар өзүнүн турмушунда жакшынакай иштесе ийгиликке жетет. Ошон үчүн мен ушу быйылкы чыгарып аткан врачтарыбызды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын и бактылуу болсун. Я сегодня с удовольствием, очень большой благодарностью, радостью поздравляю Славянский университет. Этот год очень знаменитый год, хотя коронавирусом боремся, в этих условиях мы все-таки выпускаем врачей. Эти врачи в будущем добьются больших успехов, потому что получили очень высокое образование, и потому что в этом университете работают выдающиеся ученые, преподаватели, профессора, и поэтому им дали, я думаю, что очень хорошие знания. Я Славянскому университету желаю больших успехов и коллективу здоровья всем и успехов тоже. На связи Санкт-Петербург. Первый государственный медицинский университет имени академика Павлова. Дорогие выпускники 2020 года Кыргызско-Российского славянского университета, вы стали врачами. Вы выбрали самую благородную профессию – искусство помогать людям. И я уверена, что этот выбор был не случайным. Ведь профессия врача – это призвание. Учеба в медицинском университете традиционно считается тяжелой, но вы справились со всеми трудностями. Позади бессонные ночи, экзамены, сессии. И я не сомневаюсь, что вы сможете достичь больших высот в профессии, стать востребованными специалистами и лучшими докторами. От всей души поздравляю вас, ваших родителей, педагогов, наставников, всех тех, кто привнес свой вклад в вашу победу. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть у вас все получится. В добрый час. С вами была профессор Булычева Елена Анатольевна. Известно, добрым словом лечат, греют и вдохновляют. Столько корифеев присутствует сегодня в зуме этом. Тех, кто был связан с нашим факультетом, кто пестовал его выпускников, Уверены, что всяк из них готов адресовать напутствия коллегам. Но мы тогда и до скончания века не завершим торжественный совет. А потому свой искренний привет За всех вокруг адресовать вам рад. Сегодня очень добрый деканат. Дорогие друзья, я уже сегодня сказал столько слов, что хотелось бы поработать немножко в ином ключе. Позвольте предложить вам песенку, связанную с вашим выпуском. Привет питомцам факультета, родного университета. Не помним мы весны и лета, таких в стране небесных гор. Никто из нас не знал, что ковид земле кыргызскую готовит. И все же вы без лишней крови с задачей справились достойно.
Ваш выпуск назовут коронным, дистантным или дистанционным. Момент потребовал резонно и волю проявить, и ум. Рахмат за общие старания, за пройденные испытания, за то, что получили знания, хотя бы через платформу Zoom. И вот, родные человеки, вы одолеть сумели гейки, и в славном городе Бишкеке свои дипломы получить, чтоб кто спокойно, кто аллюром теперь попасть в ординатуру, а далее, не терпя халтуру, больных и страждущих лечить. И далее, не терпя халтуру, больных и страждущих лечить. Мы с деканатом дружим без опаски. И даже танец для него кавказский успели подготовить как презент. В подобный исторический момент. За 26 минувших лет наш вузовский медфакультет смог подготовить без пустых речей 4500 врачей. Хоть мир пред ними был открыт всегда, Но большинство их все же, господа, задачи не преследуя иной, работают в республике родной. Здравствуйте, уважаемые коллеги, выпускники 2020 года. Меня зовут Такинеев Талант Керимович. Я тоже являюсь выпускником медицинского факультета КРСУ. Окончил в 2006 году. В данное время работаю в Сикуйской территориальной больнице, заместителем директора по лечебной части. Я вам желаю успехов в нашем нелегком труде, и чтобы вы были хорошими специалистами, и страна гордилась вами. Я надеюсь, что вы все будете патриотами нашей страны и в будущем поднимете на высокий уровень нашей медицины. Наши выпускники медицинского факультета работают не только в столицах, но и в регионах. Работают в регионах намного лучше, так как получите там больше практики и самостоятельности. Все выдающие врачи начинали с периферии. Я вас тоже призываю начать работать с периферии. Еще раз здоровья, успехов, удачи и всем зеленой дорожки. За 20 прошлых выпусков до стор Немало из страны небесных гор в края иные подалось врачей. Без длинных поздравительных речей Они сейчас, надеюсь, обойдутся, но теплые слова у них найдутся. чтоб вас, Бюгун, приветствовать слегка. Из своего далека. Здравствуйте, уважаемый Анес Гургенович и дорогие выпускники 2020 года. Поздравляем вас с окончанием вуза. Вы большие молодцы. Желаем вам удачи, успехов, карьерного роста и найти работу мечты. Здравствуйте, меня зовут Арслан Ниязов. Ровно 10 лет назад я также закончил наш медфакультет. От всей души поздравляю вас, выпускников, их родителей, преподавателей и деканат с этим знаменательным днем.
Дорогие выпускники, вы выбрали уникальную, самую гуманную профессию, которая стоит над сиюминутной конъюнктурой и государственными границами. Желаю вам успехов, реализации задуманного и профессиональных свершений. Главное – верить в себя. Сегодня ваш день. С праздником! Поздравляю всех выпускников, особенно педиатров. Меня зовут Артем Александрович, я врач-психиатр. Работаю в городе Новороссийск. Закончил медицинский факультет, педиатрическое дело в 2016 году. Поздравляю вас с окончанием этих 6 длинных лет. Раз вы выбрали эту специальность, то вы молодцы, вы добились того, чего хотели. Поверьте, эта дорога вас никогда не заведет в ненужную сторону. Поздравляю еще раз, молодцы, просто молодцы. Здравствуйте, дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием вуза и от всей души хочу пожелать двигаться в правильном направлении по дороге жизни. Пускай этот диплом об окончании вуза станет сильными крыльями, благодаря которым вы сможете взлететь на невероятные высоты и добиться небывалого успеха. Желаю вам добиться того, о чем вы мечтали все эти долгие годы, трудные, но веселые и интересные годы обучения. Желаю построить отличную карьеру, занять почетную должность, но всегда оставаться добрыми, справедливыми и позитивными людьми. Я, Исмаилов Резван, окончил медицинский факультет лечебное дело в 2013 году. В 2015 году поступил в ординатуру в Чуйскую областную объединенную больницу под руководством Акрама Юнуса Хашимовича и Абдулбакиева Янухамеда. Получил определенный опыт оперативного лечения. Сегодня, работая в Российской Федерации, Оренбургской области, городе Орск, приумножаю этот опыт и использую малоинвазивные лапароскопические операции. Всегда с благодарностью вспоминаю своих преподавателей в университете и ординатуре. Вы только не говорите, Юнус Хашимович, что у меня есть борода. Хочу вам пожелать: первое – любить свою профессию. Второе – полная отдача своей профессии. Третье – не стоять на месте. И четвертое – в любой ситуации оставаться порядочным человеком. Наличие всех этих черт откроет для вас весь мир. Спасибо за внимание. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием университета. Это огромная победа. Я выпускница 2014 года факультета стоматологии. Сейчас живу в Сан-Франциско и пытаюсь сделать свою лицензию здесь. Сдала многие экзамены и подалась уже в университет, 10 университетов Соединенных Штатов. Буду очень рада всем помочь, тем, кто захочет тоже сделать лицензию свою здесь и работать. Еще раз поздравляю. Многие сейчас в России пашут. Не забывая все же обращаться к нам. Их поздравляет золотая наша врач-ординатор Саша Котеняткина. Мечты нельзя измерить, и врачи, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе, каждый ценен первый в своем деле. Мы ищем, в чем правда, в этом вся наша команда, и она без труда высоко не взлетит, а заручившись умом, точно победит. Надеемся услышать пару слов и от героев дня выпускников с 6- и 5-летней подготовкой. не дать им слова в день такой неловко. От лица 21-го выпуска врачей-лечебников желает выплеснуть свои чувства доктор Дияр Умаров. Уважаемые друзья, сегодня нами взят первый барьер, первая высота, первая ступень взрослой жизни. Я с гордостью понесу по жизни кыргызские и российские врачебные дипломы, которые вручаются выпускникам Кыргызско-Российско-Славянского университета. Когда-то, 6 лет назад, мы, будучи абитуриентами, стояли перед выбором, от которого зависела наша дальнейшая судьба. Каждый из нас тогда выбрал путь стать источником блага, надежды и веры для других людей, когда они теряют самое главное – здоровье. Уважаемые преподаватели,
заканчивая медицинский факультет и ступая на порог взрослой и самостоятельной жизни, хочется выразить вам слова искренней благодарности за то, что вы были верным ориентиром на этапе становления нас, как молодых специалистов. Умело и интересно преподносили материал, внедряли новшества, помогали, наставляли, учили. Я хочу сказать спасибо нашим родителям, которые воспитали нас, поддерживали и заботились о нас все эти годы. И, наконец, хочу поздравить своих однокурсников и сказать им спасибо за то, что они были рядом, и за то, что мы прекрасно провели студенческие годы. Слово от 12-й когорты докторов-педиатров имеет врач Михальская Полина. Дорогие друзья, сегодня для нас заканчиваются чудесные студенческие годы. Учеба в университете останется одной из самых ярких страниц нашей жизни. Мы приехали в Бишкек из разных уголков Кыргызстана, а ценный опыт, полученный в университете, станет опорой для нас. Мы овладели одной из самых увлекательных профессий и теперь готовы сделать свой вклад в процветание и развитие любимой республики. Я благодарю дорогих преподавателей, которые вложили в наши головы знания, привили любовь к медицине, были рядом не только на занятиях, но и на различных мероприятиях, соревнованиях и олимпиадах. Обещаем брать с вас пример и достойно справляться с любыми жизненными испытаниями. Мы благодарны руководству университета, желаем ему развития и процветания. Думаю, вы нас никогда не забудете, ведь мы ваш коронный выпуск. А выпуск стоматологов делегирует к микрофону врача Алтынбекову Эльвиру. Добрый день, уважаемые участники церемонии! Для всех нас сегодня необычное событие, час, когда мы подводим итоги своего обучения. Дорогие преподаватели, вы дали нам понять, в каком направлении двигаться дальше в освоении этой нелегкой профессии под названием медицина. ВУЗ преподнес нам не только теоретические знания, но и дал ценные жизненные уроки. Наш выпуск необычный. Думаю, каждый преподаватель запомнил своего особенного студента или группу. А сложившаяся эпидемическая ситуация во всем мире оставила особый отпечаток в нашей памяти. Вы нас собирали по кусочкам, как пазл, направляли, обучали, и теперь мы действительно взрослые люди и безмерно благодарим весь преподавательско-профессорский состав, а также работников деканата, которые вкладывали в каждого студента частичку себя. Говорят, хороший преподаватель и пара умных книжек исцеляют от незнания. В свою очередь, мы заявляем, что плеяда наших педагогов может научить чему-то новому даже гения. Примите же поздравления от всех выпускников и нашу безграничную благодарность за ваш труд, терпение, мудрость и доброту. И в качестве подарка всем, Кто, несмотря на груз проблем, кто, несмотря на воз забот, пришел отметить в этот год сей выпуск, радость разделив, мы дарим солнечный мотив. поскольку думаем уместней закончить данный праздник Песни! Вас приветствуют наши знаменитые земляки. популярно-российско-кыргызская группа Город 312 во главе с неподражаемой Айей Светланой Назаренко. Эпоха ковида вдруг стала поводом и даже более немалым доводом, чтобы смогли достичь высот, которым шли, свое призвание нашли. Сумев использовать все зоны доступа к дипломам медиков широкой поступью, вам удалось дойти, и мы желаем вам счастливого пути. На этом завершается совет. Спасибо всем, кто нынче в интернет включился летней жаркою порою. чтоб наших поприветствовать героев, Воспитанных в стенах КСУ уверены, что вскоре наяву Они себя прославят врачеванием, добьются уважения и признания
и приумножить честь медфакультета. Успехов вам! Мы твердо